Рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Бурзянскому району продолжилась в местности Мурат-Тугай. Здесь находится пещера Шульганташ, известная на весь мир благодаря найденным в ней древним наскальным рисункам. Их возраст, по мнению ученых, от 18 до 20 тысяч лет. Глава Башкортостана Ради Хабиров посещал пещеру Шульганташ в 2019 году. Тогда же он поддержал идею строительства рядом историко-культурного музейного комплекса. Из бюджета республики на это выделили 350 миллионов рублей. В следующий раз глава Башкортостана Ради Хабиров был здесь в 2020 году. Тогда, в сложный период первой волны пандемии, строительство комплекса не остановили. В проекте не только само здание музея, здесь целый комплекс, научный и туристический, с благоустройством берега реки Белой, строительством парковки и гостиниц, детской площадки и амфитеатра. Теперь, в октябре 2021 года, глава Башкортостана Ради Хабиров вновь на строительной площадке историко-культурного музейного комплекса «Шульганташ». Здание уже почти готово, и ученые приступили к проектированию основной экспозиции. Ну, уже все обретает формы. Музей, в принципе, пространство уже закончили. Ну, получается, очень красиво, очень хорошо. Территорию закончили. Сейчас строители работают внутри. Они нам какую-то часть дали экспозиционную. Сейчас мы начали монтаж экспозиции там. И сейчас зайдем, все посмотрим, кабинет и все такое. Ну, как бы, видите, вот пространство у нас, помните, мы разговаривали по этой части. Сейчас вот эти торговые ряды. Понемножку начали убирать, да? Вот мы хотели бы у Госком предпринимательства получить помощь какую-то. Как раз сегодня они были приглашены в то время рабочее совещание провести. То есть субсидия на определенную часть софинансирования их расходов на возведение новых строений. По проекту уже. Проект, который будет делать Ахтамга, который уже делает, по идее, да. А если это провести через инвестпроект, если это инвестпроект, тогда мы там на возмещение инфраструктуры мне проще дать. Да, может быть, да. А у них деньги заложены, Расфарич? У них есть, да. И второй вопрос, это, опять же, по территории, там у нас есть небольшие такие базы. Госкомтуризма, конечно, сейчас надо двигаться. Музей будет возведен, музей есть, эти туристы приедут. На следующей неделе у меня в Уфе надо провести совещание по уже дорожной карте завершения и ввода в эксплуатацию музея. Сейчас уж я просто хочу посмотреть, там докладчик, Данир, ты доложишь, да? Хорошо. И потом, значит, вы должны приехать мне с НИАЗом доложить, вот это подготовить, что вы здесь делаете. Предложение по этой ситуации, значит, Госкомтуризм по этой ситуации. И Госкомэкологии, там очень мелкая река, там надо углубление реки делать, потому что очень большая часть туристов приходит сюда с плавом. И там надо вот эту... Ну, с пирсом, скорее всего, Ради Фарич. Да, там же сеть, там только по одной проскакиваешь. Да. А то есть это что, или еще делают? Это еще делают, потому что... Нет, это делают, потому что очень сложная конструкция. Мы же здесь заказали очень особые. Они геометрические формы сложные, приносят, иногда не подходят обратно. Вот продумали, если снег обильный, так как будет? Это мы продумали, зимой будем убирать. Мы же один год уже перезимовали с этим. Это нормально, в принципе, вышли. Постоянно надо чистить. Постоянно будем чистить. То есть чистить надо, чистить будем, да. Музей большой, 4000 квадратных метров, и, в принципе, это возможно. Это вот пространство музея, мы заходим, это у нас конференц-зал на 150 мест. А вход главный здесь, да? Нет, вон там, мы когда выйдем. Вот я говорю, вот здесь конференц-зал. Это здесь конференц-зал, да. А что здесь будет? Стулья ставятся или убираемые стулья. Вот здесь у нас место для того, чтобы убирать это все. Можно будет стулья, там все мероприятия проводить здесь. Здесь будет большой экран, видеоэкран. Здесь, вот с этой стороны экран, да. Да, вот все коммуникации сделаны, оно все по проекту есть. Вот здесь у нас кафе на 35-40 мест. Оно тоже хорошее, в принципе. Есть уже кто это зайдет? Ну, думаем пока, да. Вот здесь единственное... Желающих много. Желающих, выбирайте лучше. Да, лучше, конечно, потому что здесь... Чтобы умел это. Конечно. И, наверное, национальную кухню обязательно думаем, да, потому что здесь хорошее кафе. Наверху здесь 2 учебных класса для школьников. Да, посмотрим. Это учебных классов, могут школы приезжать, здесь проводить обучение по археологии, истории, биологии, географии, по истории Башкортостана. Вот такой задумка есть.
Ну вот оно кафе, в принципе. Пространство там хорошее, можно зайти посмотреть тоже. Давайте. В принципе, строители неплохо поработали. Ну, нам нравится. Это вот кафешка. Это кафешка, да. Его, если большие мероприятия, можно туда выносить. Пищеблок есть, да? Да, да, пищеблоки все есть. Единственное, Оборудование не все заложено, здесь только как подогреть пока. Потому что, помните, у нас... Но если кто-то придет, он сам Да, может, да, да, в конце концов, если долгосрочный контракт. Да, да, но все есть, все предусмотрено как кафе для того. И хорошо сделано. Ну и в летнее время на улице работать будет. Да, мы еще предположили, что на улице можно будет... Кафешка летняя обязательно, да. Да, туда можно будет вынести на улице. Сейчас мы поднимемся на второй этаж, да? А, туалеты, да, вот, в принципе, да. Хороший. Общий туалет, да? Это общие туалеты, мужской, женский. А, вот так. Угу. Но здесь же, ну, Да, они будут пока не монтированы. Еще. Ну, в принципе, прилично для музея, хорошо сделаны. Поднимаемся на второй этаж. Это уже рабочее пространство. Здесь кабинеты рабочие, лаборатории, вот эти два учебных сколько класса. в музее человек будет работать примерно? Всего штат 38 человек. На сегодняшний день штаты уже Минфин дали. Благодаря вот в прошлом году мы к вам Там я обратились. попросил, чтобы бурзянцы здесь работали. Да, да, Там да. с города не таскайте. Да, мы набираем. Ну, там кого-то, там 2-3 можешь как-то, а так это бурзянцы пусть работают. Вот эти учебные классы. Здесь будут оборудование по археологии, даже по изучению наскальной живописи. Мы одну стену сделаем как стену пещеры, и дети смогут рисовать там такие вещи. Сюда интернет заложили? Интернет заложен, да. Все нормально, да? Высокоскоростной интернет, да. Это лифт грузовой, предусмотрен по проекту. Это уже лабораторная и административная часть. Это вот кабинеты для специалистов, в принципе, высокие, красивые, просторные. Тоже, да, рабочие. Радж, простите, насколько вот окна красивые в пол, современные решения уже. Да. Но здесь же будет вот как раз Да, экспозиция музея. Да. Это мы подсмотрели. Вот здесь будет небольшой тоже конференц-зал на 30-40 мест. В принципе, вот такой методику вот такого пространства мы увидели в Испании в музее Альтамира. Нам очень понравилось, чтобы посетители музея видели, как работают ученые. Тоже вот это все. Смотрите, здесь тоже кабинеты все. Такие небольшие кабинеты. Это Здесь, что? ну, небольшие кабинеты, все, да. Администрация, лаборатория. Лаборатория, так да, далее. всё. Вот здесь лаборатория, потому что здесь у нас будет стоять очень хорошее оборудование, которое изучает влажность пещеры, там микроклимат, все такое. Здесь мы закупаем хорошие микроскопы современные, электронные. Здесь специалисты смогут полностью заниматься. У нас кто научный партнер по пещере? Мы работаем с нашим институтом археологии Российской академии наук Москва и Санкт-Петербургский институт Сигеи. Вот они являются нашими Научными партнерами, да. как бы мини-офис у них Да, здесь. да, их сотрудники сюда постоянно приезжают. Тем более мы работаем с Новосибирском, с Кемерово, и с Францией, Испанией, там Альтамира. Это вот здесь вот будет... Это будет экспозиционное пространство. Да, сейчас вот идет монтаж экспозиции. Оно начинается вот с той стороны. Это вот, вот это? Да, да, вот это. Площадь экспозиционного пространства у нас 1000 квадратных метров приблизительно. Будет вмещать в себя 7 тематических блоков. Структуру определили по результатам статистических опросов, которые проводили в течение 3 лет, и по советам наших ученых, которые много лет здесь работают. Значит, первый тематический блок – это таймлайн. Это зона, которая будет находиться вот здесь, за этими металлическими конструкциями. Там посетитель получает базовые знания об истории нашей планеты, об эволюции человека, об всей истории органического мира. Делается это для того, чтобы посетитель понял, представители какой общности оставили наскальные изображения в пещере Шульган-Таш. То есть, если мы спрашиваем сейчас у туристов, кто рисовал в пещере, обычно люди думают почему-то, что это какие-то обезьяны-люди. На самом деле это были такие же homo sapiens,
как и мы. Здесь, вот, например, в конце экспозиции представлено зеркало, чтобы человек вот непосредственно понял, что люди, рисовавшие в пещере, это были представители нашего вида. Значит, здесь вот мониторы достаточно крупные, предусмотрены в начале, рассказывающие о геологической истории Земли. 3 на 6 метров. Это филогенетическое дерево. Здесь выделяются основные этапы истории планеты, то есть большой взрыв, зарождение жизни, появление первого предка человека, предусмотрены манекены, это Леонид Чацкий. В такой достаточно современном стиле дизайнерском Бэнкси изображены переработанные основные представители семейства гоминид. Далее мы показываем процесс расселения Homo sapiens по всей планете. Показываем его техническую эволюцию орудий труда на мониторах и в форме экспонатов, которые нам изготовили в Воронеже, музей-заповеднике Дивногорье. Верхний палеолит, то есть материалы, из которых эти орудия изготавливались, непосредственно образцы, в том числе оригиналы. Далее медиазал, следующий тематический блок. Здесь уже мы концентрируем внимание именно на истории местности, в которой мы находимся. То есть мы показываем климат, какой здесь был. Это местность, да, лес. Не, я имею в виду вот эта экспозиция. Медиазал вот этот угол будет, да, угол будет. Материал для медиазала нам готовит студия «Муха». Сейчас мы с ними работаем очень интенсивно. Один фильм они нам сдали, уже тоже на выходе там. После медиазала у нас центральный тематический блок «Наскальное искусство». Здесь представлены копии 3 панно, наиболее ярких, лошади и знаки и зал рисунков. Далее здесь будет проекционный стол, в котором мы можем всю навигацию пещеры понять, посмотреть, где другие изображения находятся, не изображенные здесь в копиях. Мы показываем рецептуру красок, показываем, каким образом рисунки были законсервированы. То есть отвечаем на основные вопросы, которые сейчас у музейной аудитории присутствуют в отношении пещеры. Следующий тематический блок – это археология. Здесь будет реконструкция археологического раскопа в зале знаков, произведенного в 1984 году. Рядом с раскопом витрины с муляжами находок, обнаруженных в этом раскопе, реконструкция стоянки древнего человека в пещере и вспомогательные экспедиционные компасы, которые расскажут о методике датировки культурного слоя, методике реконструкции лица по черепу, сделанной по материалам из купольного зала. Очень интересный тематический блок будет находиться вот здесь в этом отсеке, где ворота. Вот он на визуализации показан. Это, естественно, научный тематический блок. Здесь и история изучения будет показана, и на 2 стенах особенности органического мира пещеры и особенности минерального мира пещеры с оригинальными образцами, геологией, с разрезами, с макетами, сделанными по 3D-модели. А вот эти образцы, которые там в музее были какие-то, ну и еще с нашего музея можешь забрать. Да. То есть здесь артефакты какие-то будут, да? Очень большие. Это важно. Да. Мы очень хорошие костюмы шили в этом Ямал-Ненецком автономном округе, да, аутентичные. Потом манекены делаем на Новосибирске. Все лучше собираем. Человек все равно хочется пощупать что-то такое материальное. Тем более мы сами оригиналы, копии рисунков мы заказали вот в Франции. Вот это процесс работы. Это фильм сделали для французского телевидения. Сейчас они уже рекламируют свои работы для нас. Вот видите, то, что вы увидели в пещере, сейчас он во Франции они воссоздают его. Буквально во второй половине, вот в конце октября они приедут, мы с ними обсудим вопросы монтажа, и потом в ноябре они привезут еще 5 художников своих, 2 специалиста, вот они художники, да, и они начнут монтаж здесь всей экспозиции. Тут для детей есть какая-то площадка? Да, 2 класса и детская комната еще есть. Нет, вот, допустим, родители пришли, чтобы ребенок... Детская комната есть. Она большая, маленькая? Большая, довольно-таки большая, да. Чтобы там можно было отдать... Занятия делать, да, мы предусмотрели это. Это очень важно вообще. Это очень важно. Это вот генеральный план, вы помните, в прошлом году поручение давали, да? Так, итак, мы смотрим. Итак, музей. Это музей, да. Это вот торговые ряды. Вот торговые ряды мы занимаемся. Здесь стоянка наша. А это что? Это арт-объекты. Это арт-объекты, мы предполагаем, да. Это вот музей башкирского меда, да, но мы уже его перенесем. Вот это все вторая очередь, да, у нас? Да. Когда приступаем? Ну, как только закончим, мы сейчас музей меда хотим перенести в сторону Акбулатова, потому что здесь нас строители попросили насосную воду, водоснабжение сделать, да. Мы согласились, мы им уступили, потому что другого места нет. И здесь вот мы
предлагаем вот здесь углубление реки сделать, и здесь сделать такую прогулочную зону, зону отдыха, чтобы пляжи были здесь. Там снаружи ночная подсветка предусмотрена декоративная? Да. Архитектурная? Полностью, Архитектурная, прям, Да, чтобы да, красиво, прям чтобы красиво. ночью она была точно. Весь музей и территория вся. То есть вот это у нас вы переносите, это вторая очередь. Да, так вторая вот? очередь, да. В основном заканчиваем музей и этот. Но так-то вот уже все, мы его видим уже. Вот по вашим планам, когда мы откроем музей? Мы финансирование выделено на экспозиционную часть. Мы до конца года эту работу ведем. Как бы у нас проблем нет. Вы мне скажите, назовите дату, когда мы откроем. Здесь уже от строителей зависит. С середины января, наверное, где-то. Конец января следующего года, да, вот так. Если вот строители нас не подведут ни в чем. Потому что вот здесь все эти были только связаны с строительной частью. То есть я не говорю, что там конкретно, но чтобы я понимал. Чтобы мы успели подготовиться, конечно, вообще было бы там ближе к Мы вообще думаем, что техническое открытие сделать вот в январе-феврале, а само полное открытие, потому что к сезону туристическому где-то в конце апреля, начале мая, чтобы торжественно, красиво, чтобы туристический сезон... Сейчас надо людей собирать, выпускников охотитесь, шустрых ребят. 38 человек, это их найти надо. Экскурсоводов найти. Хочу благодарность сказать, потому что в прошлый раз приехали, как обещали, там штатные единицы выделили сразу, персонал набираем, но очень тяжело из-за удаленности, которые выходцы с районов, студенты уезжают и не хотят приезжать. Поэтому создавать надо условия, Целевые направления уже мы с этим... Нет, надо просмотреть участок для жилья. Если надо, какой-то особый режим. Есть такая программа «Сельский работник культуры». Наш музей под него подпадает, да. Так я просто вам квоты больше дам. Да, вот району больше дать и все такое. Но вообще с качеством довольны? Да, мы довольны. Вы постоянно существуете? Да, постоянно здесь каждую неделю инспектируем. Конечно, приходится иногда спорить с строителями, устранять замечания, но... Это же конструкция убирается? Нет, вот на нее навешивается? Экспозиция, да, идет. Да. Все это уже? Ага. Да. То есть вот я в музей, пещеры попадаю отсюда? Да, нет, да, выходите, попадаете отсюда. Понятно. Мы сейчас съездили в Севастополь с Олегом Владимировичем, увидели там амфитеатр этого Херсонеса. Мы так обрадовались, шикарный, да. Там исторический, конечно, греческий амфитеатр. А здесь можно... Здесь можно... Эпос Урал-Батыра надо поставить. Да. Ну да, вообще-то, да. Красивый летом, потому что Правильно. летом, в субботу-воскресенье здесь Там бывает... электронные декорации, такое представление было шикарное, просто не передать. Сейчас я хочу подняться, посмотреть, как смотрится. Здесь где-то на 1000-1500 мест можно будет сделать. Мы здесь еще... Здесь вот, да? Здесь можно симфонический оркестр создать? Да. А сколько здесь мест? Здесь 500, и вот здесь Вот еще здесь 1000. вот 500? Вот здесь 500, и вот здесь еще 500. Серьезно? Да. 1000 мест будет здесь. И самое главное, Ради Фридович, что нет многоквартирных домов. Можно сколько угодно До концерты скольки, устраивать. что хоть до 6 утра, да? У меня всегда мечта на природе симфонический оркестр. Да. Но вообще мы думаем, что здесь летние сезоны проводить, потому что в выходные здесь много зрителей, и филармонические оркестры, и какие-нибудь фестивали, этнофестивали, рок-фестивали, какие-то спектакли здесь можно будет проводить. Оно изолированное. Мы еще оборудование докупим нормальное, звук, цвет сделаем на ночь. Здесь ночью очень красиво, такое звездное небо. И подсветка вот везде есть. Да, везде с подсветки есть. А здесь вот будут деревянные? Да, или не? деревянные эти стулья обязательно будут. Вот то, что его сделали из гранита, это заслуга Раифа Рамазановича. Он решил его из гранита улучшить. У нас это по-другому было предусмотрено. Но само пространство поменялось здесь вообще. Это вот еще одно место, которое будет А привлекать. это вот что такое? Это так называемый наш арт-объект. Это часть Шульгана, который... Ну там внутри что-то есть? Там механические части, это здание, обслуживающее здание. Киоск, ничего. Нет, ничего, да. А это просто то. Это просто арт-объект, да. Здесь вода будет, озеро, да. Вот ночью приехать, здесь очень красиво светится. Он и как национальный орнамент здесь идет, и как рисунок с пещеры. Там есть такой перекрестный рисунок. Он очень красиво светится. А вот это все выходы, это что это? Вот? Это ливневые воды собираются, потому что здесь же по экспертизе не должны воду там... Здесь заповедник, территория заповедника, все должно забираться. А как очистные, это как вот туалет-то? Как? Туалеты здесь будем вывозить. Все. А только Шамбо, да, его? Ага.
Ради Федорович, вот когда вы были в прошлый раз и еще 2 года назад, честно говоря, мне лично мало верилось, что это возможно. Такой проект здесь, так далеко от Уфы, хотя в таком красивом месте. Абсолютно никаких проблем нет. Мы верили, что построим. Это очень нужный музей. Здесь культурное, здесь очень важно научное, здесь познавательное, здесь историческое явление. Поэтому музей мы где-то к началу, в первом квартале следующего года сдаем. Но я уже сейчас попросил руководителей, чтобы они уже сделали план научных, культурных мероприятий, которые здесь будут. Это будет, как я говорил, симфоническая ночь, здесь будут симпозиумы научные проводиться, здесь будут учебные мероприятия проводиться. Вот. Здесь закипит жизнь. Здесь еще работы много. У нас здесь все-таки все связано с музеем меда. Здесь будут еще некоторые моменты делаться. Здесь нам надо навести, вот за вами находится, надо навести, почистить территорию, где раньше самострой был всевозможный. Берег реки Белой. Берег реки Белой. Здесь мы построим гостиницу, ну и вот создадим условия для туристов и так далее. Для района это рабочие места. Вот только в музее будет 38 рабочих мест, что тоже важно для района. Но это вот то, что называется цивилизованный туризм. Здесь будет цивилизованный туризм. Мы очень бережно относимся к нашей пещере. Всех мы туда не пускаем. Вот возможность зайти, в те пределы, где можно. А так вот, пожалуйста, музей, где внутри будет воссоздана экспозиция и сам образ пещеры. Вам самому нравится проект? Очень нравится, да. Очень. Я приехал, очень команда здесь хорошо работает. Спасибо. До свидания, ребята. До свидания. Рахмат, халов. Рахмат.